Проблема изношенности объектов жилищно-коммунального хозяйства остается одной из самых главных во Владикавказе. Сегодня глава городской думы Махарбек Хадарцев вместе с членами профильной комиссии побывал на предприятии «Металлополимер Алания». Это единственный на Северном Кавказе завод, выпускающий трубы из полипропилена. На предприятии строго контролируют качество выпускаемой продукции. Через каждый метр печатается название фирмы и точное время выпуска, чтобы знать, кто в этот момент работал. Бракованный товар сразу изымается. Спрос на трубы в Северной Осетии пока небольшой, за пределами региона трубы берут более охотно. Теперь же количество клиентов в городе может вырасти. Тем более, что городская администрация будет рекомендовать местным застройщикам сотрудничество с «Металлополимер Алании». Трубы местного производства уже установили в новом здании Республиканского следственного комитета, а также в ряде детских домов. В ближайшем будущем «Металлополимер Алания» откроет свой торговый дом. Когда я был депутатом Государственной Думы, то со мной работали 15 мэров таких городов, как, например, Казань. Естественно, связи есть, естественно, будем созваниваться с ними и рекомендовать нашего производителя. Самая главная задача наша – поддержать любое производство, которое делается в республике. Это на благо нашего города, в том числе наших жителей города Владикавказа. Открытый урок по радиационной и химической защите провело Министерство по чрезвычайным ситуациям для студентов педагогического института. Учащимся показали приборы для измерения излучений, научили одевать противогаз и защитный костюм. Не все молодые люди в этом деле новички. На базе пединститута работает целый отряд студентов-спасателей. Инструктаж по использованию средств индивидуальной защиты работники чрезвычайного ведомства теперь будут проводить регулярно. По словам специалистов, в современной жизни эти знания ребятам просто необходимы. К тому же многие студенты в скором времени пополнят ряды Российского союза спасателей. Мероприятие по гражданской обороне было весьма полезным, увлекательным. Я это уже для себя знал, но те ребята, которые приехали, просто интересовались этим, думаю, получили что-то новое для себя. В Осетии состоялся премьерный показ короткометражного фильма «Эхо ветра». В основе сюжета быт осетинского народа, традиции и, конечно же, любовь. Короткометражную ленту сняли в лучших традициях национального кинематографа. Съемочный процесс возглавил опытный режиссер Константин Бутаев. Он предложил сценарий и придал филигранность задумке. Идейным вдохновителем картины является талантливая Мадина Икаева. После показа в Северной Осетии фильм представят на различных кинофестивалях, как в России, так и за рубежом. Самое главное, что было у нас и у других команд, которые снимали кино, это люди, зараженные идеей создания добротного, хорошего осетинского кино. Но это только первые шаги. И я прошу всех обратить взор кинематографистам, подставить им плечо, потому что кино – это очень сложное искусство, которое больше, чем другие виды искусства, завязано на человеческом факторе. Когда один человек делает ошибку, спотыкаются все остальные. Это очень тяжело сделать в условиях ограниченного бюджета и отсутствия профессиональной инфраструктуры.